Дорогие друзья, штаб татар Москвы, конечно, не мог остаться в стороне этой знаменательной даты, которая касается не только Татарстан и не только татар. Она касается всех, всю нашу общественность. У Минтимира Шариповича 85 лет. И мы специально из-за этого сегодня собрались. Здесь собрались ветераны штаба, которые знали Минтимира Шариповича еще 30 лет назад, 40 лет назад. Здесь собрались у нас председатели общин Самары, Нижнего Новгорода, коллектив Пензы и другие общественные организации, которые весь этот жизненный путь, уникальный жизненный путь, такой богатый, насыщенный жизненный путь, все это время они наблюдали. Вот 85 лет, уникальная дата, это радостная дата. Это не просто дата, а это пример для всех нас, чтобы в 85 лет сохранить здравый смысл, здоровье, оптимизм. И вот он дает нам всем пример железобетонного здоровья еще долгих-долгих лет жизни. У меня особое отношение. У меня отец был его близким другом, это наши семейные друзья. И вот мои детские, такие, может быть, такие наивные воспоминания, я с ними поделился в другом фильме. А сегодня мы хотели придать резонанс татарской общественности Москвы в связи с этим юбилеем Минтимира Шариповича Шаймиева. Вчера россияне и народы Татарстана, в первую очередь, отмечали большое событие – 85-летие со дня рождения первого президента Республики Татарстан Минтимира Шаймиева. Человека, который для государственности, для развития национальных традиций, для развития экономики Татарстана сделал очень многое, находясь как на посту президента республики, так и раньше председателя Верховного Совета, председателя правительства, тогда еще татарской АССР, министра мелиорации. И я дважды общался, не могу сказать, что глубоко, но мы несколько раз небольшое интервью на кинофестивале, который проходит в Казани. И я обратил внимание, что президент Татарстана, а в то время он занимал этот пост, очень с большой иронией, и даже самой иронией относится ко всему, что происходит. И он спрашивал у гостей кинофестиваля, а что они говорят? Они говорят, они ему перевели, спрашивают, кто вы такой? А вы, говорит, им переведите. Я режиссер всего того, что делается в Татарстане. Сделал паузу мхатовскую и хорошего, и, наверное, плохого. Ну, вот так вот с юмором. Но в то же время я могу сказать, что это человек, который всегда мог уладить конфликты как внутри республики, внутри Татарстана и между элитами, да, внутриэлитные конфликты, так и с руководством России, с руководством регионов России, потому что в начале 90-х годов отношения с Ельциным были очень и очень сложные. А потом были налажены эти отношения. Татарстан действительно шагнул далеко вперед, в том числе в развитии своей независимости, но в составе Российской Федерации. И, с одной стороны, многие межэтнические конфликты, многие национальные конфликты, которые зарождались, ему удалось с помощью договоренноспособности, с помощью ума, мудрости, других очень человеческих качеств, ему присущих, урегулировать конфликты в зародыше, убрать, а с другой стороны учесть интересы татарского народа и всех народов, населяющих Татарстан. Поэтому хочется пожелать первому президенту Республики Татарстан здоровья, в первую очередь, все-таки возраст уже, обязательно удачи во всем, и чтобы его дети и внуки, о которых он рассказывал, и он ими гордится, особенно внуками, теперь уже даже правнуками, чтобы они развивались и росли, и были достойны своего деда. Вот очень хочется, чтобы это все осуществилось. А чтобы в истории России и в истории Татарстана он остался как вот человек, сделавший очень большие шаги для развития
отношений и для развития государственности Татарстана в рамках Российской Федерации. Добрый вечер, дорогие друзья. Вы знаете, я долгое время прожил в Татарстане, в орденоносном, не побоюсь сказать, городе Набережные Челны. Город, где был построен завод-гигант автомобильный, который всем известен не только на просторах нашей необъятнейшей родины, но и за рубежом, безусловно. Я хочу сказать, что на Медне, как все вы знаете, нашему уважаемому Бабаю, президенту Татарстана Минтимиру Шариповичу Шаймиеву исполнилось 85 лет. Так получилось, что я имею отношение к еврейской нации. В общем-то, я по национальности еврей. Но я хочу пожелать и моему президенту в том числе, потому что я был в Татарстане, когда началась перестройка, когда Шаймиев встал во главе республики, ну, мягко скажем, в не самые простые времена. И я никогда не забуду, когда отпустили цены по всему Советскому Союзу, а Минтимир Шаймиев сказал: полгода еще у нас будет все, как было раньше. И вот я помню, что значит, за Татарстаном, в общем, приезжали люди в Татарстан и покупали масло в 6 раз дешевле. Вот такая вот история. Это все заслуга нашего президента. Дай Бог ему здоровья, многие лета. Он очень культурный, интеллигентный, воспитаннейший человек. И я думаю, что он всегда будет, так сказать, почетным президентом Татарстана, который поднял и оставил республику в том состоянии, в котором она сейчас есть. Она растет и процветает. Будьте здоровы, счастливы. И как в Израиле до 120. Находясь в штабе татар Москвы, имея давние дружеские, братские взаимоотношения с татарами в Казани по роду службы, по работе и вообще в целом, хочу, пользуясь случаем, поздравить с днем рождения первого президента Республики Татарстан, любимца народа Минтимира Шаймиева с днем рождения. Пожелать крепкого здоровья и всему татарскому народу мира, процветания, благоденствия. Рад очутиться здесь и еще раз соприкоснуться с культурой Татарстана и с традициями, которые успешно развивает штаб татар Москвы, который в скором времени преобразуется в Конгресс татарского народа. Мира и благоденствия. От имени татарской общины города Москвы хочу поздравить всенародно любимого нашего татарского бабая Минтимира Шариповича Шаймиева с днем рождения, с 85-летием. Пожелать ему здоровья, еще много долгих лет жизни, чтобы Всевышний не оставил его родных, близких без внимания, чтобы сопутствовал во всех его делах и начинаниях. Был очень рад с ним познакомиться в 1998 году в Кремлевском дворце съездов на инаугурации Бориса Николаевича Ельцина. Поэтому столько лет, зная Минтимира Шариповича Шаймиева, всегда радовался всем его делам, которые он начинал и достойно завершал. Татарскому народу повезло с таким замечательным человеком, с таким лидером татарской нации, как наш всемирно и всенародно любимый Бабай. Здоровья, счастья и успехов в новых делах и в новых начинаниях.